Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Путь к истине». Я его ведущий Айдос Абдрашев. Республика Казахстан является многонациональным государством, в котором в мире и дружбе сосуществует уже несколько десятков лет представители разных религиозных конфессий. И несмотря на это, все мы живем в мире и согласии. И что же это такое духовное согласие? На эту тему я буду говорить со старшим преподавателем кафедры философии и теории культуры Карагандинского государственного университета имени Букетова, философом Павлом Солощенко. Здравствуйте, Павел Петрович. Здравствуйте. В чем заключается уникальность Казахстана межконфессионального и межнационального согласия? Территория Казахстана, она уникальна именно тем, что здесь на протяжении тысячелетий находились в постоянном культурном взаимодействии множество народов. И они, несмотря на то, что были тяжелые периоды в их истории, все время находили возможность именно обмена идеями, обмена материальными, обмена духовными ценностями. И вот сегодня начинает действовать и уже действует программа возрождения Великого Шелкового пути, которая как раз-таки направлена на то, чтобы использовать вот этот уникальный опыт взаимообмена и общения культур. Это первое. Второе, мы с вами должны говорить о том, что сама особенность духовной жизни казахского народа, она всегда предполагала открытость, гостеприимство, возможность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации. И поэтому, когда вот непростой период истории Казахстана, территория Казахстана стала местом, где встретились по разным обстоятельствам многие народы, именно казахский народ в силу своей открытости, в силу готовности помочь, он стал родиной для многих других народов. И вот этот опыт духовного общения, он продолжает работать и сегодня. И не случайно поэтому в календаре Казахстана появился вот этот праздник 1 марта, День благодарности. То есть благодарности и казахскому народу, и благодарности, наверное, всем народам, которые вот как раз сохраняют этот мир и это согласие на нашей общей уже теперь земле. Павел Петрович, какую роль играет Казахстан в укреплении межконфессионального и межэтнического согласия на мировой арене? Здесь я тоже бы начал с такого небольшого исторического экскурса. Вот еще до того, как Казахстан провозгласил свою независимость, именно на территории Казахстана возникло такое общественное движение Невада-Семипалатинск. То есть оно именно возникло как пример такой народной дипломатии, то есть это не навязанное ниоткуда сверху, не по чему-то приказу, а именно по велению сердца. Да, люди, они решили высказать свое отношение и к ядерному оружию, и к ядерным испытаниям. И мне кажется, вот этот как бы первоначальный опыт, он и стал вот таким стратегическим опытом, наверное, развития Казахстана, потому что все последующие инициативы и нашего президента, и в целом поддержанные всем народом, они находили вот такое признание на международной арене. Ну и, наверное, скажем, самый известный из всех этих инициатив — это съезд лидеров мировых и традиционных религий, который уже невозможно представить именно вне Казахстана, что вот именно на территории Казахстана все это проходит. А какова роль этнокультурных объединений в развитии духовности и нравственных начал в нашем обществе? Ну, каждый из нас, наверное, он знает эти слова, да, что мы впитываем культуру с молоком матери. И поэтому, когда мы обращаемся к тому, какой вот культурный, духовный опыт каждый из нас получает, все-таки первый опыт — это опыт нашей семьи, а семья — это уже часть какого-то этнического пространства. И поэтому то, что вот на территории Казахстана есть такая уникальная возможность обмена вот этим этническим опытом, то есть Казахстан — это не замкнутое, не моноэтническое государство, а именно государство, где находят возможность мирно сосуществовать представители разных этносов. И поэтому возможность знакомиться, начиная с самого раннего детства, с культурой другого народа, с его традициями, обычаями, это замечательный опыт, тем более вот мы опять же по своему знаем жизненному опыту, что, например, празднование Наурыза — это не празднование какого-то моноэтнического праздника. Да, это празднование, в котором принимают участие все этнические группы, все этнические объединения, и там каждый может именно познакомиться с культурой другого народа, с культурой каких-то других этнических объединений. Религия любого народа адресуется прежде всего на духовном составляющем в человеке. Как вы полагаете, является ли это основанием для
совместной работы с представителями других конфессий? Хороший очень вопрос, потому что именно на территории Казахстана или в нашем обществе есть такой опыт вот именно взаимного обмена разными религиозными ценностями и взглядами. То есть, когда мы говорим о религии, очень важно помнить о том, что основа религии именно в духовности. Вот не в политических, да, не в экономических, не в каких-то бытовых отношениях, а именно в формировании нравственного отношения человека к жизни. И поэтому вот на этой почве представители самых разных конфессий могут встречаться, могут общаться, могут говорить о том, что важно для того, чтобы пробудить в человеке вот это нравственное начало. И, собственно, вот могу сказать, что у нас в Карагандинском государственном университете такие встречи представителей разных конфессий за круглым столом – это уже постоянное явление и какая-то часть вот нашего повседневного воспитания студентов. Потому что они видят, что мы можем встречаться, мы можем общаться, мы можем задавать вопросы, и все какие-то моменты, которые вызывают затруднения, непонимания, они могут разрешаться вот именно в ходе таких бесед. И, соответственно, все представители наших конфессий, они с охотой идут на диалог, они готовы к общению, они готовы взаимодействовать, и мы замечательно работаем с ними. А какую лепту могут внести лидеры этнокультурных объединений в развитие и укрепление межконфессионального диалога в нашей области? Я думаю, каждое этнокультурное объединение, стремясь сохранить свою культуру, оно в то же время предлагает ее и всем остальным. И в этом отношении, знакомясь с культурой другого народа, приобщаясь к его традициям, обычаям, мы становимся духовно богаче. И поэтому, мне кажется, любые инициативы, которые вот исходят от представителей этнокультурных объединений, направленные на диалог, на какие-то совместные проекты, они находят самую горячую поддержку среди всех, кто в этом заинтересован. И теперь у нас появилось прекрасное место вот на юго-востоке, Дом дружбы, который всегда открыт, который всегда рад. То есть там находятся представители самых разных этнокультурных объединений, и они постоянно приглашают их в гости и с различными проектами. В частности, вот одна из наших специальностей, специальность культурология, это как раз отличная возможность вот совмещать знакомство с разными культурами с их изучением. Поэтому мы тоже с ними постоянно находимся вот в таком сотрудничестве, постоянно общаемся. И я думаю, любой заинтересованный в том, чтобы вот быть готовым к диалогу, может там найти самый теплый прием. Ну, наша щепетильная тема распространение религиозного экстремизма и терроризма стала реальной проблемой для всех стран Центральной Азии, ну, в целом в мире. Может ли быть это предпосылкой или же к дестабилизацию религиозных отношений в нашей стране? Вопрос непростой, и здесь таких однозначных оценок не существует. Сейчас этот вопрос дискутируется на всех уровнях, и в частности наша столица, она стала вот такой площадкой, да, для встречи по проблемам, которые происходят в Сирии. Безусловно, там тоже задействован этот религиозный элемент, но я бы хотел как раз сказать о том, что все-таки, наверное, вопросы экстремизма и терроризма, они должны быть в ведении специалистов, профессионалов и так далее. А вот мы, преподаватели, в целом общественное сообщество, общественность или вот представители этнокультурных объединений, все-таки, я думаю, наша основная задача – это формировать именно вот культуру взаимопонимания, культуру диалога, культуру действительно подлинно духовного развития человека. И когда человек вот этой культурой обогащается, там, наверное, все-таки уже остается меньше места для каких-то экстремистских, а тем более уже террористских призывов или действий. Там вот, где есть пустота, где у человека действительно некий вакуум духовный, да, он может быть легко заполнен, тем более там привлекательно используются технологии, манипулирование, управление и так далее. И поэтому, если мы всему этому будем противопоставлять вот такой положительный опыт духовного развития человека, тогда все-таки, наверное, эта опасность для нас не будет столь радикальная. Ну, и я со своей стороны все-таки, наверное, как
простой гражданин нашего государства хотел бы сказать, что я все-таки эту опасность не ощущаю вот настолько остро, как, скажем, можно ее ощущать вот по телевизионной картинке там, на Ближнем Востоке или даже вот в странах Западной Европы, где все-таки это чаще происходит. Вот в Казахстане мы пока к этому относимся более спокойно, или для нас это становится каким-то действительно из ряда вон выходящим событием, поэтому, думаю, нам надо в том же духе продолжать. То есть укреплять вот это наше согласие и повышать общечеловеческую культуру. А что может сегодня объединить разные народные культуры и традиции, проживающие на территории Казахстана? Ну вот буквально на днях, да, наверное, вы тоже с этим знакомы, статья президента «Взгляд в будущее», где он обозначил какие-то позиции, которые вот надо претворять в жизнь. То есть понятно, что это программная статья, что там обозначены какие-то наиболее такие важные с точки зрения нашего президента моменты нашего будущего. Ну и вот каждый там может найти то, куда он может внести свой вклад. Да, то есть была еще одна статья президента «Общество всеобщего труда». Вот если мы будем добросовестно, ответственно трудиться, каждый в своей области, на том рабочем месте, где мы находимся, тогда мы сможем и вот сохранить эти наши духовные ценности, вот эти достижения в сфере культуры, потому что в любом случае основой всего является труд. Будь это труд на почве материальной или на почве духовной, без этого мы ничего не сможем достичь. И поэтому я бы хотел всем нам пожелать вот такого мирного, созидательного труда на благо нашего государства, на благо Казахстана. А какие есть обязанности у каждого субъекта при формировании вот этого межконфессионального диалога в нашей стране? Здесь тоже мы, наверное, должны помнить о ключевом принципе, который определяет вот религиозную жизнь в нашем обществе. Это принцип свободы совести. То есть каждый человек, который выбирает для себя какую-то систему религиозных ценностей, он должен помнить о том, что у другого человека может быть другая система религиозных ценностей. И никто не вправе навязывать свою систему ценностей, а тем более насильственно это делать. И поэтому вот этот принцип свободы совести, он и есть та основа, благодаря которой мы можем исповедовать любые религиозные взгляды, но при этом оставаться толерантными, оставаться веротерпимыми, принимать точку зрения другого, потому что в целом нас, еще раз подчеркну, объединяет общее дело по созданию благоприятных условий для жизни каждого человека. То есть я думаю, каждый в своей семье, он хочет чего? Мира, благополучия, процветания, а способствуют ли этому его религиозные ценности, это вот уже как раз вопрос совести. Да, вопрос вот этого внутреннего нравственного стержня в человеке. Призывает ли религиозная конфессия к дискриминации других религий? Нет, я думаю, здесь как раз речь идет не о религиозных конфессиях, а об отдельных людях, которые пытаются использовать свои религиозные взгляды именно для реализации своих собственных интересов. То есть мы прекрасно сегодня знаем, ради чего воюют вот в горячих точках представители самых разных религиозных организаций. То есть там уже речь не идет о религиозных ценностях, там речь идет об обогащении, там речь идет о каких-то политических интересах, и поэтому чаще всего вот в ряды этих организаций попадают люди неустроенные, те, кто не смог себя найти вот как раз в этом мирном труде. И поэтому предъявлять претензии к отдельным каким-то конфессиям, да, или отдельным религиозным организациям, мне кажется, это неправильно. Вот как раз речь должна идти о том, чтобы развитие человека, уровень его образования, его культуры, он стал настолько высоким, что он критически бы стал подходить вот к этим призывам использовать свои религиозные взгляды в каких-то иных целях, кроме как вот своего духовного развития. И поэтому, если мы с вами пообщаемся с представителями самых разных религиозных конфессий, я думаю, ни от кого вы не получите ответа, что они хотели бы, чтобы только их религиозные взгляды они признавались, только они бы действовали и так далее.
И вот здесь, мне кажется, очень важно еще раз сказать о том, что понятие светского государства, которое мы очень часто используем, оно не предполагает отказ вообще от религиозных взглядов. Как раз светское государство предполагает, что религиозные взгляды какой-то одной конфессии или какого-то одного религиозного направления не признаются единственными. И поэтому ценности светского государства — это как раз ценности демократического правового государства, где человек защищен силой закона, но при этом имеет право на свободу вероисповедания. И поэтому вот то, что вы уже спрашивали, да, как могут представители самых разных конфессий участвовать в формировании межконфессионального согласия, именно вот таким образом. То есть разъясняя верующим, в чем состоит истинный смысл веры, а не пытаясь использовать религию для каких-то иных политических, экономических и прочих целей. То есть, получается, какая-то определенная религия не имеет связи с терроризмом или же проявлениями террористических актов. Ни в коем Каким случае. образом теперь можно объяснить тем людям, которые были вовлечены в ряды, например, исламистов или же некоторых религиозных течений, что их воззрения ошибочные? Даже не то, что ошибочные, они стали марионетками, их стали использовать в своих интересах. То есть, если бы они захотели беседовать на религиозные темы, если бы они захотели общаться по поводу тех или иных вопросов их религиозных ценностей, то их бы с удовольствием выслушали. То есть, в чем заключается необходимость брать в руки оружие и идти отстаивать эти ценности? Если с тобой готовы общаться, с тобой готовы беседовать, тебя готовы выслушать, готовы узнать твою точку зрения. Вот мне кажется, человек, который берет в руки оружие, это как раз тот, кто не уверен в истинности своих ценностей, не уверен в их какой-то вот такой изначальной прочности, и ему поэтому надо доказать, что он истинно верующий, что именно таким образом он может убедить всех остальных, что его религиозные ценности являются правильными. С моей точки зрения, истинно верующий — это тот, который никогда не будет пытаться навязать свои ценности, потому что он уже понял, что главное, к чему надо стремиться, и что только путем мира и собственного духовного совершенствования человек может прийти к чему-то новому и лучшему, чем есть сейчас, но ни в коем случае не путем насилия. Чтобы не попасть в ряды исламистов или некоторых, например, религиозных течений, деструктивных псевдорелигиозных течений, что можно предпринять? Здесь у нас опять есть очень серьезный инструмент, это система образования. То есть Казахстан — это государство, в котором существует всеобщая система образования, и, соответственно, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на получение этого образования. И поэтому именно в этой системе мы формируем те ценности нашего общегражданского существования, которые нужны для сохранения мира, стабильности, благополучия. И поэтому если это пространство образовательное, оно у нас будет развиваться в этом направлении, да, то есть мы все будем заинтересованы в том, чтобы нашими ценностями стали ценности мирного труда, согласия, то я думаю, число желающих вступить в эти организации, оно так и останется минимальным. То есть, безусловно, всегда есть люди, которые в силу каких-то особенностей своей психики могут быть чем-то недовольны. Но если большинство вокруг них создает такую благоприятную атмосферу, то они, соответственно, тоже определенным образом будут находиться и под контролем, и мы всегда сможем им помочь в какой-то критической ситуации. И, соответственно, еще раз подчеркну, все возможности у нас для этого есть. То есть развитие нашей системы образования в сторону каких-то ценностей гуманизации, ценностей именно этого критического мышления, они и станут, с моей точки зрения, основой, благодаря которой мы сможем эти все опасности предотвращать и не допускать их проявления в нашем обществе. Время нашей передачи подошло к концу. Огромное вам спасибо за ваши ответы на актуальные вопросы. Хочу напомнить телезрителям, что гостем нашей передачи был старший преподаватель кафедры философии, теории, культуры Карагандинского государственного университета имени Букетова, религиовед, философ Павел Слащенко. До встречи в эфире. До свидания.
Thank you.